Наурыз – главный праздник в году у многих народов Азии, день весеннего обновления и начала Нового года. Наурыз у казахов называют также Улустын Улы-Куны, что в переводе означает «Великий день народа», и отмечают как государственный праздник 3 дня. Тысячи алматинцев вышли на традиционные народные гулянья. Улицы, прилегающие к площади Астана, перекрыты, и на одной из них мастерство джигитовки демонстрируют каскадеры. Неотъемлемая часть празднования Наурыза – ярмарка ремесленников. Все изделия исключительно ручной работы, и прямо на месте можно увидеть, как мастер изготавливает плетку камчу или серебряные серьги с нефритом или бирюзой. В этом году ювелиры отмечают, что большой популярностью пользуются изделия с изображением шанырака, элемента купола юрты, который символизирует достаток и тепло в доме. Рядом с ювелирами вращается гончарный круг, на котором мастер, абай, рисует узоры на глиняных кувшинах или шлифует народный музыкальный инструмент – сассырнай. Конструкция такой, дизайн удобно очень. Голову только сам поставите, воздух должен касаться туда, на этой дырке попасть. А вот так. Необычно было встретить на ярмарке прилавок с игрушками ручной работы. Авторских медведей, жирафов и котов уже 3-й год шьет алматинка Наталья Пастухова. Игрушки стоят от $10 США и, по словам рукодельницы, пользуются большим спросом даже при перенасыщенном китайскими товарами рынке Казахстана. В каждой игрушке, это закон рукодельниц, вот именно по игрушкам, в каждой игрушке вкладывается сердечко. То есть они живые, и всем новым владельцам я советую их назвать. То есть они реально живые, они теплые. По периметру площади Астана белые юрты, в которых наливают традиционный напиток наурыз коже и угощают свежеиспеченными баурсаками. В центре 2 помоста. На одном выступают известные казахстанские артисты, на другом свое искусство показывают борцы Казахша-Курес. Причем где больше зрителей, сказать сложно. В толпе гуляющих издалека заметно высоких широкоплечих ребят в национальных костюмах с саблями и палицами в руках. К ним постоянно подходят желающие сфотографироваться и расспросить подробнее об истории их костюма. Это актеры театра национального костюма «Орлан». Их наряд весит около 20 килограмм, поэтому все батыры выше 2 метров и с хорошей физической подготовкой. Перед вами это кипчакский костюм. Здесь карлуки, тут гунский, это казахского ханства костюм. Все костюмы в соответствии с сохранившимися документами и рисунками шьет казахстанский дизайнер Муслим Жумагалиев. В составе театра 40 человек. Попасть в коллектив может физически крепкий парень, владеющий казахским языком и знающий историю Казахстана. Батыры выезжают в Европу, где демонстрируют национальные костюмы воинов и искусство владения оружием. Очень часто им задают вопрос, а соответствуют ли их костюмы оригиналам, ведь существует стереотип, что азиаты по природе низкорослые. В каждом регионе Казахстана присутствовали именно гвардейские соединения, где были воины больше 2 метров. У них была очень тяжелая броня и очень хорошее оружие. Обычно такие соединения прорывали главные силы врага. Это вот кипчакские Дештаховшахтн жаунгерлер, это аргынский белая гвардия аргынов, это найманский даудский отряд огромный, который разбивал и так далее. То есть достоверность здесь идентична. Практически каждый год в Казахстане некоторые теологи или религиоведы высказывают мысль о том, что надо отменить празднование Наурыза на государственном уровне, так как этот праздник языческий. Тем не менее, большинство казахстанцев любит этот праздник. Многие семьи соблюдают традиции, связанные с празднованием прихода Нового года. Наурыз это нужно обязательно. Это Новый год по нашему мусульманскому календарю. Надо Новый год отмечать. Это праздник все равно возрождения, начало новой жизни. Обязательно, обязательно. Это никак. У нас очень мало праздников таких национальных. Это же праздник дружбы. Все весенний день, весенний праздник обязательно должен быть. Даже если он старый праздник, он будет отмечаться у нас. Он отмечался, отмечается и будет отмечаться всегда. В этом году празднование Наурыза несет в себе оттенок празднований тысячелетнего юбилея Алма-Аты. До 2015 года возраст города определялся датой основания укрепления Верны, но казахстанские ученые доказали, что первые поселения появились здесь задолго до этого. Важным аргументом послужили серебряные монеты 13 века с надписью «Алмату». В результате ЮНЕСКО включила празднование тысячелетия Алматы в список юбилейных дат. Главными мероприятиями юбилея станут международная конференция и выставка, посвященная истории города. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард,
Настоящее время.